Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Куда он пропал? Почему молчит? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о любимом человеке, либо о том, кто вам интересен. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Куда пропал загаданный человек и почему он молчит? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что же такое происходит с загаданным человеком. Где он, с кем он, чем он занят, да? Так, ну что, мои милые. Человек действительно пропал. Мало того, что он пропал, он еще и потерялся. У человека сейчас полный терем дел. Здесь очень много вопросов, очень много обязанностей. Он просто раздираем на части. Здесь как и внутренние противоречия, так и внешние противоречия. У этого человека очень много проблем. Как хотите, проблемы, причем разного толка и разного назначения. Здесь не только его личные проблемы, но и проблемы тех, за кого он отвечает, да, над кем он держит шефство. Это может быть его семья, это может быть его, не знаю, работа, его подчиненные, его коллеги, его друзья. То есть, понимаете, тут человек явно на себя проблем нахватал, как собака блох, извините. Здесь очень много всего, я даже не знаю, с чего начать, как подступиться к этим всем вопросам. Мало того, еще человек выпивает. Ему кто-то постоянно наливает, кто-то его спаивает, кто-то его приманивает алкоголем. То есть там он в этом допинге себя скажем так, чувствует свободным, да, что вот он избавляется от каких-то тягостей жизни, от каких-то неприятностей, так он облегчает свою участь. Но начнем по порядку. У человека сейчас, как говорится, и пятки горят. Здесь слишком много он на себя взял, нужно отвечать и, может быть, по каким-то вопросам ответ держать. Плюс еще есть люди, которые вот прям, руки подставляют, к нему тянут, от него пытаются ухватить, урвать, утянуть. Человек запутался, явно запутался, не ожидал он, что попадет в такую мясорубку, а здесь, извините, мясорубка не детская, здесь его конкретно побило, поштормило. Он сам себе не рад, понимаете, вот такое состояние. Куда пропал? Пытается выкрутиться из этой ситуации, пытается залезать в свои раны, пытается хотя бы немножечко восстановиться от всего того ужаса, который он сейчас переживает. Он каждый день думает, что вот, я сегодня же ей напишу, позвоню, встречусь, повидаемся, расскажу, что происходит в моей жизни. И каждый вот этот день он начинается с какого-то дня сурка. Опять у него прям такая, знаете, цунами на него падает проблем, начинается вот этот разрыв, и туда нужно бежать, и сюда нужно бежать. И вот так он весь день пробегал, порешал кучу дел, и опять с нового круга начал, да, понял, что уже поздно, вечер, что он не позвонил, что он не поговорил, и опять вот как день прошел. Этот человек думает о вас, этот человек о вас мечтает, он вот в минутки, секунды, которые есть у него свободные, он закрывает глаза и представляет вас, ваш образ, что вы рядом. Кстати, у кого-то вот прям отыграется, что человек в депрессию впал, в жуткую депрессию из-за того, что слишком много проблем его придавило к земле, и вот у него и самочувствие очень плохое, и плюс еще вот как хотите, это чарка, вот эта чарка он выпивает, кто-то ему наливает, либо он сам себе наливает. Здесь человек догоняется алкоголем. Да, вот он себя этим утешает. Хорошо, если алкоголь. У некоторых может отыграться немножечко другие увлечения, да, вот другой допинг, другого свойства, более опасный, не дай бог. Но поймите, что человеку сейчас очень тяжело, он очень нуждается в вашей поддержке, он очень нуждается в вашем внимании. Но он вас не позовет.
не позовет, потому что стесняется своего бедственного положения, стесняется того, что он сам себя загнал в эту ситуацию, в эту ловушку сам себя загнал, стесняется того, что он не умеет быть, не умеет отказывать, да, он не умеет быть борцом сам за себя. То есть люди требуют, он подчиняется. Да? И здесь могут требовать все, начиная от его семьи, от его родителей, там, братьев, сестер, заканчивая, например, какими-то бывшими, либо если он человек семейный, то там в семье его постоянно дергают, уже задергали, просто уже, не знаю, у него уже кровь из ушей идет от этого всего ужаса, который он переживает. Но он безотказный остается. То есть он взвалил на себя эту ношу, и он ее тащит. Понимаете, этот человек губит себя, он губит свое здоровье, он губит свое будущее, он губит свою жизнь и любовь. Понимаете, он осознает это, он все понимает, он живет надеждой, что может завтра будет лучше, а может быть завтра какая-то счастливая звезда упадет мне в руки, да, я решу все свои проблемы, я освобожусь, извините, приеду к своей любимой, и у нас все сложится, все случится, и все будет замечательно. У него мечты, вот мечта встретиться с вами, что-то вам подарить, удивить, покорить, восхитить, где-нибудь с вами наедине там оказаться, просто, вы знаете, посмотреть в ваши глаза, обнять, ощутить запах вашего парфюма, понимаете, вот даже никакой вот чернухи нету, да, вот человек именно, он расслабляется, когда вспоминает вас, вы снитесь ему, в эти дни, в эти ночи, когда вы ему снитесь, он просто вот отдыхает, он чувствует, что он выспался, он чувствует, что да, судьба есть, и да, она ему улыбнется, да, это именно вы там. Прекрасная фея, которая посылает ему прекрасные энергетические посылы, да, подарочки энергетические, благодаря которым он живет, благодаря которым он может существовать. Почему молчит? Ну, что он вам скажет? Он скажет, что он зависимый человек, что он раб обстоятельств. Что он вам может сказать? Здесь же не только говорить нужно, здесь нужно действовать, а действия у него все сейчас ограничены. Этот человек сейчас связан по рукам и ногам, абсолютно связан. У человека очень серьезные проблемы. Еще раз повторюсь, здесь не только его проблемы, но и все то, что он на себя нацеплял. А нацеплял он, дай Боже, тут такой возик нацеплял, тут уже просто к земле он гнется от этих всех проблем и от этих тех обязанностей, которые ему накидали. Накидано, очень много накидано. Здесь он, знаете, под каким-то внешним управлением. Им управляют практически все. Он очень добродушный человек, и его очень легко заманипулировать, зашантажировать, особенно на любовь, да, там любовь к родителям, любовь к детям. Вот люди этим пользуются, причем без всякого зазрения совести. И он, конечно же, об этом догадывается, но поверить, что да, настолько могут использовать меня мои же любимые, у него просто крышу сорвет, да, если он это все примет. Хотя вот ум ему об этом говорит, а вот душа отталкивает, потому что это очень больно, это очень страшно. Знаете, вот у меня лично такое впечатление, что его на самом деле никто не любит. Это вот такой человек-одиночка, человек, которого все используют, все в него тыкают, все что-то от него хотят, до ниточки оббирают, понимаете. А он, бедняжечка, просто как паровозик, да, тащит и тащит, тащит и тащит, пока не сломается. Когда он сломается, его спишут, да, как сломанную вещь, и будут искать себе какие-нибудь новые паровозики, саночки и прочее, да, кто будет их таскать. А никто не думает о его жизни, никто не думает о его будущем. Знаете, вот даже родители, вот его родители, например, да, зная, что нужно мальчику, скажем так, строить свою личную жизнь, что ему нужна семья, что не нужно, чтобы он был один, что нужна любовь, что нужны детки, да, что нужен вот собственный мирок, да. Они это все понимают, он говорит, главное мы, да, чтобы он с нами, главное, рядом сидел, помогал и для нас все делал. То есть, смотрите, вот один человек им управляет, второй человек управляет, тут еще что-то вот над ним сверху стоит. То есть у человека не продохнуть, не выдохнуть. Он просто уже вот так наклонился, на коленочки упал, да, и в землю головой уткнулся. Настолько ему тяжело. Появится ли этот человек? Я сомневаюсь. В ближайшее время не ждите от него каких-то конкретных открытых действий. Этот человек очень многое от вас скрывает, и скрывает он, боясь вас разочаровать. Да, он понимает, что он слаб, да, он понимает, что он стал марионеткой в руках любящих людей, да, и тех, кого любит он. Но
Как он об этом может сказать? Сказать об этом — это значит в первую очередь ранить себя, свое сердце ранить. Мои милые, желание огромное. Этот человек живет надеждой. Надеждой, что, может быть, завтра будет лучше, чем сегодня, что тучи развеются, что, может быть, какое-то будет окошечко, какая-то маленькая дорожечка, стежечка, которая приведет к вам. Этот человек вам напишет, вот буквально через несколько, может быть, часов, дней напишет. Он даст весточку, но там будет что-то очень сухо, типа «Привет, как дела, как сама, да, что в жизни происходит». Вы знаете, я вижу, что вы на него обижаетесь. Вы на него обижаетесь, потому что вы чувствуете, что что-то скрывает. Но вы думаете, что он скрывает, например, других женщин, другие отношения. Вы даже и не догадываетесь, насколько этого человека загнали в угол, насколько его уже просто выпили. Вы, может, знаете, что он выпивает, но вам кажется, что он просто ведет какую-то маргинальную разгульную жизнь. На самом деле все не так. Это человек просто загнанная лошадка. Мне искренне жаль этого человека, но я понимаю так, что он сам выбрал себе эту дорожку, он сам выбрал этот путь, он сам подписался на эту ситуацию. Спасти, помочь, ни я, ни вы, к сожалению, не сможем этого сделать. Даже если бы вы были его жена, даже если бы вы были в паре, в браке, в отношениях, поверьте, он бы вел двойную жизнь. Причем он бы там убивался с той стороны, да, где его используют, а к вам бы приходил абсолютно разбитый человек, которого бы вы там целили, лечили, залечивали бы его, заклеивали там ранения. Он бы на утро приходил в себя, опять бы одевал вот эту свою броню и опять бы шел убиваться ради других. То есть я не знаю, этот человек, он должен дойти до определенного предела, и там будет судный день у него. Судный день здесь виден, он придет, и причем он придет достаточно скоро. Тут буквально дело касается, может быть, нескольких там даже месяцев. До конца года будет этот судный день у него. Этот человек, он попадет в больницу, либо что-то вот прям такое произойдет, катастрофичное в его жизни, что вот прям заставит его задуматься о том, что же я делаю, куда же я себя загоняю и что же будет дальше. И там он будет принимать решение. Либо он оставит все как есть и просто его, извините меня, по кусочкам растащит, либо этот человек одумается, пошлет всех далеко и надолго и начнет к вам активно проявляться. Как все сложится, на сегодняшний день не ясно. У него два пути и две возможности. Что выберет? Те, кто просит, либо ту, кто ждет. Я не могу, я не берусь сказать. Может быть, в других гаданиях мы будем эту тему просматривать. Но то, что судный день будет, это точно. Вы знаете, этот человек очень сильно ослаб. И этот человек, он просто уже на грани. У этого человека может случиться и приступ, и инсульт, и инфаркт, не дай бог, что угодно может случиться. То есть настолько ему плохо. Вы, мои дорогие девочки, кто загадали, помочь не можете. Он либо сопьется, либо он заболеет, понимаете. Вот там и будет у него то решение, да, придет он к принятию решения, которое полностью перекроит его жизнь. Либо это его погубит, да, если он ничего не будет менять, либо он с вами останется, да, с вами будет выстраивать свою жизнь и будет карабкаться вверх, да, выходить из этого состояния. Сейчас очень много проблем, он решает и свои дела, и другие дела, чужие дела, вот все ему там накидывают, а он, как знаете, за всеми, извините, убирает. Вот такая ситуация. Обижаться на него, в принципе, да, вы имеете право на него обидеться, потому что сам он это все принимает, а с другой стороны, пожалейте, лучше пожалейте, лучше проявите милосердие, лишний раз не поленитесь, оставьте ему хорошее, доброе сообщение, смайлик ему пошлите, чтобы поддержать этого человека, чтобы дать ему понять, что он вам нужен, что вы все еще его ждете. Понимаете, это будет очень хорошо. Так, мои милые, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание, всем пока-пока.